А цяпер з намі ў студыі не зусім звыклы госць. Калісьці чалавек сістэмы, а цяпер пацярпелы ад гэтай самай сістэмы. Наша гераіня папрасіла не паказваць інага твару і нават не называць імя. Таму наша размова будзе праходзіць у такім фармаце, які вы бачыце зараз. Вітаю вас. Здравствуйте. Скажыце, калі ласка, што вас прымусіла схаваць сёння твар і чаму вы прыйшлі ў нашу студыю, каб распавесці гэтую гісторыю? Мое прошлое, это во-первых. Во-вторых, то, что у меня в Беларуси остался сын, родители и муж. Поэтому я не хотела бы показывать лицо, хотела бы, чтобы это было все. Дзе вы працавалі і што адбылося? Я бывшая военнослужащая, служила в 38-й десантно-штурмовой бригаде 8,5 лет, выполняла свои обязанности достойно, старалась служить. И служба эта была до 9 августа 2020 года, когда наша власть просто перешла границы дозволенного и стали проходить такие действия, какие проходили. То есть Беларусь делится до 9 мая жизнь, до 9 августа и после 9 августа. Што вы сказалі кіраўніцтву? Вы хочаце звольніцца? Як адрэагавалі на гэта ваши сослуживцы? Нет, я ничего изначально не говорила. Получилось так, что выводили войска 38-й бригады на укрепление милиции, на усиление ОМОНа. На разгон. Вот, да, мы должны были участвовать в оцеплении, стоять. Я отказалась. Я сказала, я такие приказы выполнять не буду, так как я давала присягу народу. Ни Конституции, ни президенту, в первую очередь народу. И идти с оружием против своего народа, это было против меня. Потом мы с дочкой участвовали в маршах за свободную Беларусь. На одном из таких маршев меня вычислили спецслужбы, которые были в толпе. Их еще в народе называют тихушниками, тихари. Были с камерами. Это было 16 августа. А 17 августа меня вызвал командир батальона, когда я находилась на больничном листе. И мне дали два варианта. Либо отказаться от своих принципов и пойти все-таки по стороне власти, либо поддерживать свои принципы, но я об этом пожалею. Я выбрала второе, и я уволена. Вам нейкім чынам пагражалі? Да, мне угрожали. Мне сразу сказали, когда меня увольняли, увольнение было показное. Было увольнение с позором. Меня увольняли как предателя Родины, предателя армии. То, что я перешла на сторону народа, а там не народ на площадях был. Там были алкоголики, наркоманы и так далее, проплаченные. Когда они нас увидели, первый вопрос был, сколько тебе платят? Сколько тебе заплатили за все это, что ты туда пошла, ходила с червоно-белым флагом. Вас таксама ганяў АМАП? Так. Разумею, так? Да. Вот Мы с дочкой были на одном из митингов, и это уже было после увольнения. Понятно, что мое лицо было уже во всех спецслужбах, оно имелось везде. А сослужыўцы яны не падыходзілі, не казалі, вось вы маладзец, мы там не можем выказаць у твар вось твою пазіцыю, аднак вот мы падтрымліваем тебя, ці такога не было? Нет, сослуживцы вообще перестали со мной созваниваться, общаться, не знаю почему. Может быть, им угрожали, может быть, они осудили меня за то, что я перешла на сторону народа, за то, что я уволилась из вооруженных сил. Не знаю почему, но мы перестали общаться. Але якія настроі у самім батальёне, у вашых сослужыўцаў? Ці яны дастаткова усведамляюць, што адбываецца ў краіне і што іх трымае стаяць усё ж таки за Лукашенко? Я думаю, в 38-й бригаде очень хорошие идеологи. Это комплимент 38-й бригады. Работают они очень хорошо, и людей они обработали тоже хорошо. Поэтому я думаю, что люди просто боятся. Люди, которые служат в 38-й бригаде, они боятся уйти, боятся потерять теплое кресло, на котором они сидят. У людей кредиты, у людей деньги. И потерять это, уйти в никуда,
люди не готовы. Скажите, вось вы сказали, што ёсць нейкая ідэалагічная апрацоўка, так, а ў Так. чым яна заключаецца? Паказваюць нейкія фільмы, распавядаюць пра тое, што на вуліцы выходзяць майданутыя, як кажа кіраўнік краіны, што яны праплачаныя. Што гэта за абработка? У якім сэнсе это Обработка, она началась не только сейчас, она длится как бы долго. В плане, что президент, он, ну, как бы слова президента, что он нас вырастил, он нам дал многое. Ну и вернусь к своему увольнению. Когда меня увольняли, мне было сказано, что тебе президент дал квартиру, дети твои учатся в школе, питание у них бесплатное, а ты такая пошла против. То есть как так? Аднак проста ваше сумленне не дазволіла вам больш Мне моя выконваць гэта. совесть не позволила. Так как у меня 4 детей, мне стыдно было бы смотреть им в глаза. Я не могла пойти против своего народа с оружием, стрелять в людей. Я им давала присягу, народу. Але сапраўды шматдзетная маці і таксама ёсць нейкія сацыяльныя гаранты. Вы кажаце, што нават дзяцей бясплатна кармілі. Як вашыя родныя адрэагавалі вось на ваш учынак? Но я немножко поправлю. Дети мои питались не бесплатно. Дети мои питались 50% от стоимости. Да, это как бы льгота, но родные, мама поддержала, муж поддержал. Дети были довольны, что я уволилась из армии, так как за последние полгода дома я не находилась 3 месяца из этих 6 месяцев. У меня были командировки, у нас были учения, у нас были какие-то выезды. Ну, то есть, по факту, меня дети не видели. А канкрэтна вось калі вас рыхтавалі ўсіх вось да гэтых выбараў, ці казалі пра тое, што на выпадак, калі што, трэба будзе вось прымяніць стабільную зброю, баявую зброю, і за гэта вам нічога не будзе? Да, казали. 8 числа вечером перед выборами уже всех посадили на казарменное положение и ждали приказа. Какого приказа, никто не знал. Но были все на казарме, все чего-то ждали. А людзі, которые былі з вами побач, ваши сослужыўцы, яны былі гатовыя страляць? Да, к сожалению, да. Чаму? Не толькі ідэалагічныя нейкія вось перакананні, што там людзі праплачаныя выходзяць на гэтыя акцыі. Среди этих людей солдаты, которые не могут не выполнить приказ. Потому что они очень сильно пожалеют, и им реально будет плохо. Среди этих людей, которые готовы были выполнить приказ, вчерашние солдаты, которые только вышли из солдат и перешли в контрактники. Глядзіце, вось на пачатку, у першыя дні было цяжка разабраць, напэўна, часамі ўзнікалі розныя версіі, што задзейнічаныя нейкія ўнутраныя войскі расійскія, ці нават там расійскі АМАП нейкі, Росгвардыя, так, і нават былі сведчанні, што з Каўказа. Аднак аказалася, што это былі проста беларусы, наколькі я разумею. Так, не было нейкіх у вас нейкай інфармацыі, што там задзейнічаная для разгону расійскай спецслужбы? Официально у меня этой информации не было. Но когда мы ехали с детьми 11 августа с поликлиники детской, я сидела за рулем, и стоял автобус с тонированными стеклами, и мы понимали, что там были ОМОН, там были спецслужбы. Я просто в зеркало, в боковое, посмотрела, и там стояли люди в форме ОМОНа, но у них были бороды большие. Это было понятно, что это либо люди с Чечни, либо с Кавказа. Потому что у нас в Беларуси не разрешено ходить с бородами, тем более такими. То есть можно было аккуратненькая бородка, и то это был 33-й отряд, который находится в Витебске. Вот і момант, калі вы гэта пабачылі, вам стало страшна? Мне стало страшно. Што адбылося потым? Вы ўсё ж такі вырашылі з'ехаць з Беларусі. Куды вы паехалі? І хто вам, магчыма, дапамог вось бяспечна перасекчы мяжу? Я решила уехать с Беларуси, так как мне еще начали поступать угрозы, что у меня заберут моих 4 детей, что такая, ну, как мне было сказано, мразь, как я, недостойна растить детей, потому что нормальных детей она не вырастет. И потом, да, пошли угрозы, что детей заберут.
Уезжали за пределы Беларуси сами. Я просто обратилась к польскому консулу, написала письмо, объяснила ситуацию, попросила быстрее рассмотреть это дело. Рассмотрели, сделали визу, и мы уехали. Боялась, что не выпустят через границу, так как бывшая военнослужащая. Но получилось. Все получилось, мы здесь, мы в безопасности. Когда мы проходили карантин уже на территории Польши, у меня ребенок проснулся рано утром от того, что громко разговаривали поляки. Они вообще рано ложатся спать, рано встают. Отойду немножко от темы. И вот было 7 утра, и они очень громко в магазин пришли и разговаривали. У меня ребенок заплакал и говорит: мама, это ОМОН пришел. ОМОН за нами, он будет нас бить. Пришлось ребенка успокаивать и говорить: нет, сынок, мы в безопасности. Аднак цяпер паступова вось гэты страх і все, што вы перажылі вось за гэтыя дні, знаходзячыся ў Беларусі, ён паступова адходзіць, і ад гэтага немагчыма вам пакуль пазбавіцца. Невозможно, потому что даже находясь в Польше, мы болеем за наших белорусов, мы за них переживаем. Мы смотрим эти видео, как их избивают, как они мучаются. Жалко людей. Это люди, это наш народ, это белорусский народ. И против кого идет тот же ОМОН, против соседей, друзей. Ну, я не знаю, как так можно. Ці наступіць нейкі крытычны момант, калі коротка, который можа змяніць гэтую сітуацыю, і АМАП, сілавікі пяройдуць на сторону народа, як вы? Я думаю, нет. Сами нет. Им платят деньги, их заинтересовали. Что-то должно произойти, чтобы они остановились и поняли. Аднак ці зразумеюць, это ўжо іншае пытанне, правда? Да. Бо кожны вырашае для сябе сам, і у кожнага сваё сумленне. Кожный сам строит свою жизнь и живет по совести.